Доброе утро, Якутия! Мы встречаем новый день вместе с нами. Сегодня в студии работаю я, Руслан Ачиров. Давайте узнаем, что мы подготовили сегодня для вас. В мире отмечают день рождения мототранспорта. И сегодня у нас в гостях будет девушка, которая увлекается этим видом транспорта. Узнаем, почему мотоциклами так интересуются девушки и почему их не пугает экстремальная скорость. Далее покажем новости из мира, где вас ожидает много информации о человеке, который собрал более 4000 экземпляров кукол Барби. Далее мы из новостей узнаем, перейдем к новостям из мира животных, где расскажем о том, почему в зоопарках так часто занимаются взвешиванием животных. Далее традиционно вас ждут наши рубрики «Говорим правильно», «Книжная полка». Так что оставайтесь вместе с нами. И также не забываемся подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». На этой неделе мы будем проводить ряд розыгрышей. И участниками этих розыгрышей могут стать только наши подписчики. QR-код вы видите на своих экранах. Ну а сейчас я предлагаю узнать, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была плюс 6, плюс 11 градусов. В заречной группе Улусов плюс 8, плюс 13, в южных плюс 6, плюс 8. В Вилюйской группе от 5 до 14 градусов выше нуля. В Нижнеленских 8-13, в западных плюс 7, плюс 10. В Колымо-Идигирской группе Улусов температура воздуха составляла от плюс 6 до плюс 12 градусов. В Янских 8 плюс 12, на северо-западе республики от 7 до 11 градусов выше нуля. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была плюс 9 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ну что, можно сказать, что лето нам дарит такие подарки в виде очень теплых, хороших дней. Ну а в Чечне разработали нормы проведения свадеб без излишеств по поручению Кадырова. Духовное управление мусульман Чечни утвердило обязательные нормы при проведении свадебных торжеств для региона. Документ опубликован в телеграм-канале Муфтията Республики. Как следует из документа, Колым – это 50 тысяч рублей, чай, сахар, баран остаются неизменными атрибутами в соответствии с чеченскими адатами. Размер выкупа за невесту устанавливается по желанию. При этом по новым нормам запрещено делать дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим. Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и тому подобное, строго запрещены, сказано в документе. Напомним, что в середине августа глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал изменения в свадебных традициях региона. По его мнению, новые правила недопустимы, противоречат национальным обычаям. Кадыров отметил, что это также ведет к росту стоимости свадеб. Он говорил, что поручил местному духовенству разработать комплекс мер по борьбе с новыми правилами проведения свадеб. Корейская авиакомпания собирается взвешивать пассажиров перед полетом. Программа Korean Air затронет вылетающих из аэропорта Кимпхо с 28 августа по 3 сентября и Инчхон с 8 по 19 сентября. Как уверяют представители компании, эта политика не имеет ничего общего с бодишеймингом. Korean Air обязана периодически получать данные о весе самолетов. Пассажиры и багаж будут взвешиваться анонимно, а затем данные будут переданы в Министерство земли, инфраструктуры и транспорта страны. Пассажиры могут отказаться от этого. Собранные данные помогают авиакомпаниям принимать решения о потребностях в топливе и распределении веса на борту, пишет CNN. Недавно мы вам рассказывали, что якутяне определились с местами, которые будут благоустроены в рамках федеральной программы благоустройства дворовых территорий, куда вошли сразу несколько локаций по республике. А наши коллеги из Мирного уже задались вопросом, что же можно благоустроить в будущем. За последние годы Удачный сильно изменился. Взять даже новую площадь. Здесь постоянно есть народ. На детских площадках тоже не бывает пусто. Мы решили узнать, за что удачницы любят свой город и что хотели бы в нем поменять.
Что вам нравится в Удачном? В Удачном нравится, во-первых, компактный город. Почти все, как братья и сестры, все соседи. Ну, очень комфортно и безопасно. Все есть, кинотеатры, кафе, рестораны, клубы, все есть. И это мне нравится тихо, потому что даже в отпуск улетаешь куда-нибудь в большой город, вот этот гул все равно он надоедает очень быстро, и ты все равно уже в конце отпуска хочешь тихую, мирную свою дачу. В принципе, Удачном нравится все, это мой родной город, я здесь начинал шахту строить, я продолжаю сейчас на ней работать. В Удачном все очень близко, интересно, есть где заниматься спортом, все необходимые магазины здесь, активность для молодых людей есть, поэтому здесь не может не нравиться. Люди, отношения. Ну и смотрю, как он развивается, здорово. Медицина, конечно, хромает. Не хватает детских педиатров и педиатров общих практики. Цены у нас сейчас подскочили сильно. Ну и хотелось бы, чтобы контроль усилили по качеству продукции, доставляемой к нам сюда, и по качеству хранения. Зал кроссфит, если можно. Вот. А из медицины, наверное, чтобы стоматология была немного лучше, потому что здесь очень было проблематично закончить лечение с брекетами. Хотел здесь единственно поменять отношение жителей к тому, что здесь делается. Да, конечно, мне есть чем сравнить. Да, мы не ценим то, что имеем. А вот что вы конкретно имеете в виду? Ну, мне бы хотелось, чтобы отношение наших детей к тому, что строится, было как к своему личному. В детском саду тоже бы хотелось побольше специалистов, логопедов, дефектологов. Ну а так, в принципе, все замечательно. У нас есть спортзал, например. Нам обещали шикарный, красивый спортзал, нам его сделали. А на самом деле получилось совсем все по-другому. Спортзал получился малогабаритный, оборудование пришло для школьников. Но у нас ребята уже такие более-менее профессионалы. Как выяснилось, удачницы все любят в своем городе и мало что хотели бы поменять. Если вы из Удачного и у вас есть какие-то предложения, вы можете писать комментарии под этим материалом. Анна Брушенкова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». А мы продолжаем наш эфир, и в преддверии нового учебного года мы вам рассказываем о нововведениях в новом учебном году, а также о наборе в кружки и секции. И сегодня у нас в гостях директор Института развития профессиональных компетенций и квалификаций Open Майя Курнева. И поговорим мы с ней о том, какие же курсы и образовательные программы у них будут реализовываться для жителей республики и о том, как туда попасть. Майя, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о проекте, что планируете в новом учебном году и что, вообще в целом, что новое будет реализовываться? Мы как учреждение доп. Образования Северо-Восточного федерального университета реализуем несколько программ, в том числе программы именно содействия занятости по национальному проекту демографии, где мы обучаем определенные категории граждан бесплатно. Также у нас есть очень, такой проект именно значимый для меня самой, именно обучение пенсионеров. И данное обучение проходит бесплатно, где мы обучаем людей серебряного возраста компьютерной грамотности и умному гаджету. А поподробнее можете рассказать о данном проекте? Получается так, что у нас есть определенная квота. Данный проект финансирует Союз пенсионеров России, где 100 человек ежегодно получает дополнительное образование. Это вот я, как ранее сказала, это основы компьютерной грамотности, то есть где мы обучаем как заходить в браузеры, как пользоваться компьютерами, как пользоваться офисом, и так далее, и умный гаджет. На этой программе мы уже рассматриваем приложение, то есть как заходить, как регистрироваться, как оплачивать коммунальные услуги, пользоваться госуслугами в том числе, и так далее. Это в первый раз проходят такие курсы или уже были наборы в прошлые годы? Да, получается, мы уже второй год, точнее, наш институт уже до пандемии проводил 1 год, и вот после пандемии мы уже второй год проводим такие курсы. Вы отметили про работу с компьютером. Вот если немножко остановиться на гаджетах, какие вот навыки, если поподробнее осваивают пенсионеры? Скорее всего, больше, конечно же, у бабушек, дедушек с собой всегда смартфон. И это в целом даже представляет некую опасность, да, в том числе, например, мошенничество и так далее.
Есть ли вот такие направления у вас? Да, обязательно. Получается, у нас есть блок по информационной безопасности, где мы учим с точки зрения предотвращения мошеннических каких-то операций. Ну и вот если именно по гаджетам, именно оплачивать коммунальные расходы, пользоваться госуслугами, подавать всякие разные заявки, оплачивать штрафы, ну и получается, как пользоваться именно мобильными приложениями. А где проходят занятия и кто их проводит? Ну, мы обучаем у себя на базе. Это обучение у нас очное. Мы сделали именно так, чтобы пенсионеры могли подходить очно в любое время. То есть мы записываем в неделю. То есть один курс, он записывается в неделю. И они уже по своему желанию, по своему графику подходят и производится обучение. Обучение проводят наши сотрудники. Мы делаем так, чтобы на двух-трех пенсионеров приходился один преподаватель, потому что это все-таки сложно людям приходить, индивидуально объяснять. И вот, так примерно мы проводим обучение. Какая квота существует на этот год и проводится ли еще набор? У нас, получается, квота этого года это 100 человек. Обучение прошли уже 50. Ну и вот ожидаем еще 50 человек для того, чтобы обучить. Вообще, в целом, эти курсы проходят по госпрограмме, в целом, да, в вашем центре. Какие еще подобные курсы реализует Open и как можно на них записаться? То есть, помимо того, что есть занятия для пенсионеров. Ну, получается, Open — это институт доп. Образования, а вообще мы представляем Северо-Восточный федеральный университет, в котором у нас более 800 программ. То есть мы университет как бы многопрофильный, и поэтому у нас программ очень много. Вот. В частности, хотелось бы напомнить о том, что у нас есть проект содействия занятости по национальному проекту «Демография», где люди могут получить тоже бесплатное образование, обучение получается, и цифровые кафедры. Это проект направлен на студентов, где студенты получают тоже также бесплатное дополнительное образование по цифровым компетенциям. Майя, мы вас благодарим за то, что вы сегодня посетили наш эфир с такой полезной информацией. Я напоминаю, что у нас в гостях была директор Института развития профессиональных компетенций и квалификаций Open. Поэтому, если что, если вас заинтересовала информация, можете узнать более подробно. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Во Владивостоке заявили, что из-за непогоды не планируют перенос ВЭФ. В мэрии уточнили, что подготовка к форуму идет по утвержденной дорожной карте. На минувшей неделе на столицу Приморья обрушились сразу 2 ливня. Первый дождь прошел 23 августа, он подтопил низменные участки города, в том числе в историческом центре дальневосточной столицы. Более 200 человек в труднодоступной местности Якутии проголосовали на выборах. Трехдневное голосование на выборах республиканского и муниципального уровней пройдет в сентябре этого года. При этом досрочное голосование уже идет в труднодоступных и отдаленных местностях республики. Сотрудники участковых избирательных комиссий вылетают в труднодоступные села и оленеводческие бригады на вертолетах. Выборы главы республики, народных депутатов Госсобрания Илтумен, а также выборы муниципального уровня пройдут 8, 9 и 10 сентября. Новый вертолет Ми-8 МТВ-1 получила авиакомпания «Полярные авиалинии». Он стал вторым воздушным судном, приобретенным в этом году. В минувшие дни вертолет был успешно перемещен на базу аэропорта Маган из Казанского вертолетного завода. Здесь борт встретил руководящий состав авиакомпании. Техника будет использоваться для выполнения срочных санитарных заданий, социально значимых пассажирских перевозок, а также иных видов заказных работ – тушения лесных пожаров, поиска и спасения граждан. Госинспекторы по пожарному надзору в преддверии нового учебного года зарегистрировали нарушения пожарной безопасности в 99 образовательных учреждениях республики. Сотрудники обращают особое внимание на наличие исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения, состояния путей эвакуации, исправности электрооборудования, знания персонала, действий в случае ЧС. На данный момент специалисты МЧС России провели 400
458 проверок, возбудили и рассмотрели 124 административных дела, в том числе в отношении 16 юридических лиц и 108 должностных лиц. Как одна большая дружная семья, так говорят студенты агротехнологического университета. С 21 августа молодых людей заселяют в общежитие высшего учебного заведения. Так, в корпусе номер 1 размещаются студенты с 6 факультетов. На сегодня заселились около 50 студентов. Заселение производится в порядке очереди. Сумма оплаты за проживание в общежитиях в год составляет 17 тысяч рублей. Льготами пользуются сироты, инвалиды и студенты участников СВО. В одном отсеке имеется 5 комнат, 1 кухня, 2 туалета, 2 ванные комнаты. И в каждой комнате максимум могут проживать 4 человека, минимум по 2 человека. Этим летом ремонт был по водоснабжению и мелкий косметический ремонт. И сами студенты, когда выселялись, все покомнатно убирались. Все подготовили свои комнаты к следующему заселению. Здоровый образ жизни как основа здоровой нации. Так, в медицинских учреждениях по всей стране идут плановые мероприятия, направленные на профилактику неинфекционных заболеваний среди детей школьного возраста. С 28 августа по 3 сентября врачи проводят школы здоровья для детей и их родителей, учат грамотно проводить закаливание и витаминизацию. Врачи напоминают о том, что основными общими мерами профилактики неинфекционных заболеваний являются не только здоровое питание и контроль веса, но и в первую очередь отказ от вредных привычек. Сейчас бытует мнение, все-таки подростки более привержены к здоровому образу жизни. Они занимаются спортом. Не так много детей с ожирением, допустим, все-таки они стараются правильно питаться. Но это большая заслуга еще родителей, потому что родители сейчас повсеместно тоже больше привержены к правильному питанию. Поэтому они детей своих тоже приучают к этому. Это радует. Я, в общем, в целом статистику веду, и больше все-таки тех детей, которые ведут активный образ жизни, спортом занимаются, волонтерство и так далее. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы рады приветствовать всех, кто к нам присоединился в эфире на телеканале Якутия-24, НВК Саха, передача «Утро Якутии». И хотелось бы, пользуясь случаем, напомнить вам о том, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», где мы на этой неделе будем производить ряд розыгрышей. Вы можете прямо сейчас, воспользовавшись QR-кодом, который видите на экранах, подписаться на наш телеграм-канал. Ну а мы переходим к новостям из мира. Как жительница Дании собрала более 4000 кукол Барби, которые на сегодня хранятся в музее в Копенгагене. В коллекции есть и самые ранние экземпляры, и современные, и те, что выпускались ограниченной серией. Создала этот маленький мир датчанка Лене. Женщина начала собирать Барби в 1989 году. За годы коллекционирования Лене заметила, что куклы меняются. Возможно, это связано с критикой. Производители не раз упрекали в том, что Барби навязывают детям нереальные стандарты красоты. Ее лицо менялось примерно каждые 10 лет. Именно тогда, еще в 1997 году, у нее изменилось лицо. Оно стало пухлее, а сама кукла тоже стала немного полнее. А теперь куклам укорачивают ноги. Раньше датчанка хранила кукол дома. Потом поняла, что места больше нет, и открыла музей. Он занимает 5 комнат и подвал. Новых Барби женщина больше не покупает, но бережно хранит те, что уже есть. Для желающих проводит экскурсии. Говорит, что гостей стало больше после выхода в прокат фильма «Барби». Да, действительно ошеломляющая коллекция. Для многих туристов Гавайи в первую очередь ассоциируются с ожерельями из цветов. Жители островов называют их леи или лей. В местной культуре это символ гостеприимства. На гостей надевают леи в знак уважения. На Гавайских островах даже есть День лей. Его отмечают 1 мая. Местные жители наряжаются в традиционные одежды и проводят красочные парады. Лесные пожары на Гавайях, бушующие с начала августа, принесли людям много несчастий. Сейчас леи помогают им пережить трагические события. Но сейчас, дорогие друзья, мы переходим на короткую паузу.
Но мы продолжаем наш эфир. Google, TikTok и другие крупные технологические компании, работающие в Европе, должны будут принять серьезные меры, чтобы очистить интернет от вредоносного контента. В Европе вводят новые цифровые правила, которые призваны обеспечить безопасность пользователей в интернете и предотвратить распространение контента, который либо считается незаконным, либо нарушает условия обслуживания платформы, например, пропагандирует геноцид или анорексию. Правила также должны защитить фундаментальные права европейцев, такие как неприкосновенность частной жизни и свобода слова. Теперь интернет-платформы должны удалять и отмечать незаконный онлайн-контент и сомнительные продукты. Также правила запрещают ориентировать рекламу на уязвимые категории людей, включая детей. Если компании нарушат новые правила, на них могут наложить штрафы в размере до 6% их глобального дохода, то есть это миллиарды евро. Я думаю, это очень хорошее нововведение, потому что сейчас практически все от мала до велика постоянно находятся в интернете, и фильтровать такой подобный незаконный контент – это, думаю, большой плюс. Ну а сейчас мы перейдем к новостям из мира животных. Гималайский медведь Аладдин в московском зоопарке оказался в центре внимания посетителей. В один из последних по-летнему теплых дней хищник решил насладиться витаминным завтраком, но овощи при этом великодушно уступил своему пернатому другу. Вкуснее Аладдину показалась, например, спелая дыня. Ну, такой аппетитный сюжет. Я думаю, что сейчас надо пожелать приятного аппетита всем, кто завтракает и готовится, наполняется, так сказать, энергией для предстоящего рабочего дня. Ну а в лондонском зоопарке проходит ежегодное взвешивание животных. Там проживает около 14 тысяч питомцев. На то, чтобы измерить рост и вес каждого, потребуется несколько дней. Измерение основных параметров не просто формальность. По росту и весу ветеринары могут определить, здоровое ли животное, а также узнать о возможном скором потомстве. Процедуру проходят не только млекопитающие, но и птицы, рыбы, рептилии и все остальные обитатели зоопарка. Мы записываем жизненные данные каждого животного, от самого высокого жирафа до самого маленького головастика, сказала руководитель зоологического отдела зоопарка. Чтобы взвесить животных и измерить их рост, сотрудникам приходится идти на разные хитрости. Например, заставляют питомцев вытягиваться с помощью лакомства. Самое интересное, как взвешивают больших слонов, да? Ну а в Московской области с 1 сентября вступит в силу закон о регистрации домашних животных. Согласно правовому акту, владельцы собак должны внести их в реестр, а в дальнейшем снять с учета в обязательном порядке. Согласно закону, когда в доме появляется собака в возрасте 3 месяцев и старше, она должна быть зарегистрирована в реестре в течение 14 дней после приобретения. Тех питомцев, которые уже находятся дома, поставить на учет можно будет в течение 6 месяцев со дня вступления в силу правового акта. Заявление подается посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг. В реестр вносятся паспортные данные владельца, адрес фактического проживания животного, его порода, окрас, кличка, сведения о прививках. К заявлению нужно приложить фото любимца. Затем выбирается дата очного приема у ветеринара. Если потребуется, специалист вакцинирует питомца и установит микрочип, содержащий идентификационный код. Законом также определен порядок выгула. Порядок выгула домашних животных. В частности, запрещено пускать собак на детские площадки на территории образовательных организаций без поводка и намордника, находиться в общественных местах. Предусмотрено требование убирать за животным во время прогулки. Выгуливать питомцев можно будет только в специальном месте, а при их отсутствии нужно выбирать места, удаленные от площадок отдыха, детских и спортивных городков. Напомним, что в Кодекс административных правонарушений внесены изменения, устанавливающие размер штрафов за определенные деяния. Ну, в целом, действительно, я думаю, тоже достаточно хорошее нововведение, и всегда радует владельцы собак, которые ходят с собакой с пакетиком и сразу все убирают за своими домашними питомцами. Ну а далее мы вам расскажем о дружбе лошади и девушки, которая, несмотря на свой недуг, занимается конным спортом, и в этом поддерживает ее парнокопытный друг по кличке Амур.
Олеся Мухарчева из Междуреченска, несмотря на диагноз ДЦП, профессионально занимается конным спортом. Впервые на лошадь девочка села в 3 года. Изначально я этих животных очень сильно боялась, а начала ездить я еще, если с детства, я начала просто кататься, с 3 лет просто было интересно. К 17 годам в копилке паралимпийские чемпионки больше 150 призовых мест на соревнованиях разного уровня. На всероссийских состязаниях для паралимпийцев в 2023 году Олеся также заняла призовые места. 3 золотые и 2 серебряные медали. Победа — это всегда классно, но я не еду на соревнования с мыслью, что я хочу только золото. Я хочу выступить достойно. А там уже, если будет золото, то классно. Если нет, то если я понимаю, что я выступила достойно, и у меня не получилось взять золото, и хорошо. Так что я еду больше за хорошим результатом, чем за победой. Своего напарника-жеребца Амура Олеся впервые увидела на соревнованиях 7 лет назад, но выступать с ним начала недавно. Этот конь, за ним я наблюдаю уже с 2016 года. И он выступал на всевозможных чемпионатах по Сибири. И, честно сказать, всегда выигрывал меня. И я иногда, например, если всадник едет на нем, занял золото, я еду на нем там, либо не заняла, либо ниже. И я думаю, умный конь, классно было бы выступать на нем. И буквально я, получается, меняю клуб. Я раньше занималась в Междуреченске, сейчас занимаюсь здесь. Прошло полгода, маме звонит директор этого клуба и говорит: Амура продают. Все. Я просила, наверное, просто, мне кажется, я не спала ночами дня 3, пока папа не сказал это заветное: да, забирай, и все. Тренер девушки Евгения Гончарова рассказала, что успехи и достижения Олеси связаны с ее трудолюбием и целеустремленностью. Моя самая заветная мечта, я очень хочу продвигаться в конном спорте, даже не столь в конном спорте, сколько в конной жизни, поскольку я этим живу с детства и не представляю своей жизни без них вообще, в принципе. Вот у меня на день его забери, все. Я не хочу ничего никогда. Кем хочу стать в будущем? Хочу стать экологом. Это медик, который спасает именно коней. Она целеустремленная, она очень старательная, только в трудолюбии. В конном спорте без трудолюбия, без желания много работать, много, долго, нудно, это как балет. Только здесь балет с лошадью, то есть здесь партнерский танец. Здесь нужно чувствовать не только себя, работать не только над собой, но еще работать со своей лошадью. Поэтому, если бы не трудолюбие, безусловно, никакие результаты в конном спорте невозможно достигнуть вообще. А в паровыезде тем более, где им приходится бороться не только с собой в плане физиологии, то есть к тому, что прибавляется у обычных всадников, у них еще добавляются некоторые специфичные проблемы, свои личные, у каждого всадника они свои. Им приходится в большей степени приспосабливаться к лошади, нежели обычным всадникам. В следующем году Олеся Мухарчева планирует поехать учиться в Москву на ипполога. Сейчас все мысли девушки заняты тем, как забрать верного друга с собой. А мы продолжаем наш эфир, и сейчас на очереди наша традиционная рубрика «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке есть не только интересные слова и словосочетания, но и интересные приставки. Например, есть приставки «роз» и «рос». Они всегда ударные и пишутся с буквой «о». Например, в слове «розыск» и «роспись». А их родные сестры, приставки «раз» и «раз», пишутся с буквой «а», и они всегда безударные. Например, «разыскивать» или «расписывать». Но бывает трудно понять, как же правильно произносить и писать «о» или «а». Например, цифры «рознятся» или «разнятся». Конечно, нам на помощь приходят словари. В словаре Сергея Владимировича Кузнецова есть такое определение значения этих глаголов. Итак, глагол «розница». Отличаться чем-либо, иметь различия, несходство в чем-либо.
Не совпадать в чем-либо, не сходиться во мнениях. А слово «разница» с буквой «а» имеет такое значение. Иметь различия, несходство в чем-либо, различаться, отличаться. Кроме того, давайте посмотрим, что же нам говорят специалисты информационно-справочного портала «Грамота.ру». Так вот, они утверждают, что глагол «разниться» – это глагол нейтральный и общеупотребительный. А вот глагол «розница» он все-таки уже устаревший и даже просторечный. Поэтому, если мы говорим о цифрах, то все-таки лучше говорить, что цифры разнятся. Кроме того, не забывайте о правописании. Если под ударением, то «о», если без ударения, то «а». Давайте говорить правильно. Еще раз с добрым утром! Но осень – это пора чтения вкусных книг. Ведь не зря говорят, что осень – это пора поэтов. Именно в это время года многие авторы книг писали свои лучшие произведения. А читать эти книги осенью еще лучше перед камином, укутавшись в плед или одеяло. И в нашей очередной рубрике «Книжная полка» мы вместе с сотрудниками Национальной библиотеки продолжаем вас знакомить с лучшими книгами для души и для обогащения своего словарного запаса. Доброе утро! 115 лет назад, летом 1908 года, увидело свет первое издание пьесы «Манчары Тёкин», являющейся первым драматическим произведением на якутском языке. Автор пьесы – лидер дореволюционной якутской интеллигенции Василий Васильевич Никифоров Кулюмнюр. О предыстории пьесы. Летом 1906 года под влиянием Первой русской революции, всколыхнувшей всю Россию вплоть до самых ее отдаленных уголков, Василий Васильевич Никифоров организовал политическую организацию. Тогдашняя власть посчитала союз опасным националистическим объединением, и в этом же месяце главные участники Союза якутов были арестованы. Черновик пьесы Василий Васильевич Никифоров написал, находясь в тюрьме. Там он был заключен в помещении бывшей мастерской, в которой, по легендам, содержался сам якутский национальный герой Василий Манчары. Этого героя Василий Васильевич Никифоров выбрал для того, чтобы донести свои политические и философские взгляды до читателя. Осенью 1906 года в переоборудованном под театр доме Василия Васильевича Никифорова силами общества «Якутский клуб» начались первые постановки пьесы. В то время пьеса ставилась без цензуры, и никаких ограничений для постановок не было. Но в 1907 году власти потребовали цензурного разрешения, и постановки пьесы пришлось прекратить. В 1907 году в первой местной частной газете в разделе «Сахада-Дуда» началась публикация пьесы под названием «Манчары Тёкин». В 1908 году газета была закрыта, и публикация пьесы продолжалась уже в газете «Якутская жизнь». В июне 1908 года пьеса «Манчары Тёкин» вышла отдельным изданием. Книга была опечатана в частной типографии Василия Васильевича Жаворова. Издателем выступил Иван Николаевич Эверстов, сын известного якутского купца, предпринимателя и богача Николая Дмитриевича Эверстова. Для цензурного комитета перевела произведение Мария Георгиевна Николаева, окончившая в Санкт-Петербурге высшие женские курсы. Пьеса была разрешена к постановкам только в 1913 году. В предисловии к переводу пьесы, публиковавшегося в литературно-политическом журнале «Ленские волны», Владимир Георгиевич Багарастан напишет, что якутский подлинник так и остался за дверью цензурного рая, как нераскаянный грешник. А читатели наши могут ознакомиться с цифровой копией оригинала на якутском языке на сайте Национальной библиотеки.
Сегодня на календаре 29 августа, день вторник, день недели вторник. Но и давайте узнаем, какие интересные даты и события отмечаются на календаре в этот день. На календаре 29 августа. Сегодня отмечают Международный день действий против ядерных испытаний. По народному календарю Спас нерукотворный. Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в 3 этапа, в 3 Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже на Покров будет мороз. Этот день в истории. В 1479 году в этот день был освящен Успенский собор Московского Кремля. Храм стал главным собором Московского государства, а также усыпальницей московских митрополитов и патриархов, а также местом коронации российских самодержцев. В 1885 году, 29 августа, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. В 1938 году в Советском Союзе было введено заочное высшее образование. С этого времени такое обучение стало органической частью общей системы образования в стране, в которой подготовка специалистов велась по большинству специальностей, принятых в системе высшего и среднего специального образования. В 1949 году в этот день в СССР состоялось испытание первой атомной бомбы. 29 августа первая советская атомная бомба, являвшаяся копией американской плутониевой бомбы, взорванной в Нагасаки, успешно прошла испытание на Семипалатинском полигоне. А спустя ровно 42 года, в 1991 году, в Казахстане закрыли Семипалатинский ядерный полигон. В 1995 году там было уничтожено последнее ядерное устройство. В этот день родились Павел Брюлов, русский живописец, пейзажист, архитектор; Вернер Форсман, немецкий хирург, нобелевский лауреат; Ингрид Бергман, шведская и американская актриса. В этот день также родился Майкл Джексон, американский певец, танцор и автор песен. Именины сегодня у Александра, Анны, Герасима, Степана и Якова. И как уже было сказано, сегодня отмечается день создания мотоцикла. Как мы видели из нашей рубрики, первый мотоцикл был весьма смешным и скорее похож на автоматический велосипед. А теперь эта техника прошла несколько этапов эволюции, можно так сказать, представляет собой что-то такое громоздкое и тяжелое. Ну а у нас сегодня в гостях девушка, которая увлекается мотоспортом. Это Кристина Залялова, человек, который знает все о мотоциклах. Кристина, доброе утро. Доброе утро. Расскажи, пожалуйста, с какого года ты увлекаешься мотоциклами и почему выбрала именно этот вид техники? Можно сказать, что с детства я была все время возле экстрима, так как мои родители были одними из основоположниками джиперства в городе, и поэтому папа все время меня брал куда-то там показать, там тоже ездил на мотоцикле в свое время, на квадроциклах, все время вот я рядом с этой техникой была, и тоже загорелась этой идеей, то, что тоже хочу кататься сама за рулем, там, было очень интересно в детстве. Потом, конечно, с возрастом немножко поугас пыл, как-то вот безопасность себя превыше была как-то вот с возрастом. Но потом все-таки, видимо, генетика взяла свое. И вот в 2020 году я открыла категорию и купила вот свой первый мотоцикл. Какая модель? Первый мотоцикл, это был очень долгий выбор, потому что в городе было очень сложно найти. Так еще у меня не было никаких друзей, кто мог мне подсказать. Поэтому мой выбор пал на, так сказать, китайцы, да, которые вот сейчас популярны. Небольшая кубатура, мощность, но самое то было для начинающего водителя. На нем я привыкла ездить по городу, как-то немножко привыкла к этому темпу, потому что на машине и на мотоцикле это немножко по-разному ощущается. Ну вот. А тип мотоцикла какой? Это там можно было сказать, что это дорожник, наверное, больше. Ага. В целом на таком мотоцикле комфортно передвигаться по городу или есть какие-то нюансы? Сейчас я бы сказала, что очень даже удобно по сравнению с моим сейчасшним мотоциклом, потому что по сравнению с ним он очень маленький, юркий, легкий. Да, не очень мощный, но для города, мне кажется, самое то. И получается,
есть бензина немного, да, вот, вкладываться тоже поменьше нужно. И все детали у нас в городе есть в магазинах, поэтому очень, мне кажется, доступный вариант. А сколько в целом у тебя было мотоциклов? Сейчас у меня второй мотоцикл. Второй мотоцикл. А второй какой? Второй у меня японский уже, настоящий, да. Это Yamaha R6 спортивного плана. Посадка получается немножко другая, чем у первого. Но мне почему-то удобнее на моем сейчасшнем мотоцикле. На спортивном, то да. есть спортивная посадка. То есть ты для себя, то есть на китайском мотоцикле ты как бы попробовала, да, то есть набрала опыт и потом сделала выбор все-таки в сторону спортивного мотоцикла. Ага. Получается, я вот как села на него, я много мотоциклов смотрела в городе, вариантов, и не только у нас, и по объявлениям в других городах. Но вот когда я его увидела, я прям подумала, вот, это оно. Прям села и прям как нужно вот. А ты себя относишь, ну, есть такое понятие, как пилот, да, то есть человек, который либо ездит на машине, а ремонтирует в автосервисе. Как у тебя проходит ремонт техники, если она, не дай бог, ломается, и вообще сколько стоит содержание подобного мотоцикла? Для девочек, конечно, немножко сложно в технике понимать, да, это как бы я признаю. Но я стараюсь, конечно, тоже вникать во все технические какие-то вопросы. Всегда интересуюсь, там, как это работает, как это чинится, какие там нужны инструменты для этого. Но в основном, конечно, помогают мальчики. Либо у нас вот есть небольшие сервисы в городе, либо туда можно обратиться. Но в основном, конечно, наши друзья, вот, мальчики нам помогают, все время что-то подсказывают, чинят. Вот, всегда В целом проблем нет с этим? В целом, ну, можно сказать, нет. Ага. У нас в городе есть достаточно большое количество мотоклубов. Да? В какому ты относишься, если относишься, да, и можешь поподробнее о нем рассказать? Так, официальных мотоклубов у нас, может быть, не так много, да, если вот прям официальных. Но своих каких-то компаний очень много. Вот у нас одна из таких вот, получается, у нас есть группа, мы там все общаемся, встречаемся, подсказываем, помогаем друг другу. Там у нас больше 130 человек сейчас находится. Вот. Вот сейчас на кадрах это ваш клуб, да? Это да, мы вот с друзьями выехали покататься, вот как раз тоже на День мотоциклиста. О, вот это открытие мотосезона. Да, этого года. А как часто вы выбираетесь на совместные выезды? Вообще, можно сказать, выезжаем каждый день, потому что группа большая, все равно кто-то выезжает. И, в принципе, когда погода радует, то, в принципе, нас всегда можно увидеть на дорогах. Также вот часто на работу ездят, вот кто-то совмещает приятное с полезным, поэтому... Вот сейчас на кадрах было достаточно большое количество девушек, да, то есть когда мотоциклист проезжает в экипировке, там непонятно, ну иногда бывает непонятно, да, кто за рулем. Но вот это ваш клуб, получается, и там сколько процент участниц? У нас девочек очень много, наверное, даже. Я вот с каждым годом у нас становится больше, и к нам присоединяются другие девочки, мы тоже очень мы рады со всеми вот встречаться, знакомиться. Так даже у нас есть еще одна небольшая группа, у нас там даже больше девочек, чем мальчиков. Ну, как бы девочек, да, очень много. В последнее время как бы еще присоединяется больше девушек стало за рулем мотоцикла, да? Ага. А на твой взгляд, кто аккуратнее ездит, девушки или парни? Мне кажется, все-таки девочки, потому что у нас еще есть такой как бы между собой прикол, как бы мы все ростом в основном невысокого, и нам немножко тяжело доставать иногда бывает ногами, у нас там мотоциклы высокие, и поэтому мы больше осторожничаем, может быть, да, в некоторых ситуациях, чем мальчики. Подгадать, чтобы пройти на зеленый? Да, чтобы там, если ямка какая-то, там аккуратненько встать, там не проедешь, как бы, ну, это все нужно предугадывать. А когда в Якутске закрывается мотосезон? Немного о грустной теме, да, поговорим? Это, наверное, самый популярный вопрос у нас в начале сентября. А так, закрытие сезона обычно проходит третью субботу сентября. Ну, вот в прошлом году она была в конце сентября, то есть, да. Но вот в этом году, скорее всего, будет третья суббота. Вообще погода вносит коррективы вот именно в день официального закрытия мотосезона или нет? Вообще, насколько я знаю, нет. То есть мы и в дождь, и как бы и в грязь там всегда выезжали на колонну, поэтому в основном не зависит. Твои пожелания нашим телезрителям сегодня достаточно такой знаменательный день, да, день мотоцикла, поэтому, пожалуйста, можешь передать привет своим мотоклубницам. Передаю всем привет, да, хорошего всем дня и уважения на дорогах.
Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Напомню, что у нас в гостях была Кристина Залялова, мотоциклистка. Тебя поздравляем также с праздником. Да. И, конечно же, продолжаем наш эфир. Сейчас мы передаем слово нашим коллегам и узнаем самые последние новости. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Москва, Санкт-Петербург и Московская область лидируют в рейтинге российских регионов по рынку труда. В этих регионах высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы. Якутия вошла в топ-50 списка, расположившись на 46-м месте. В самом конце списка оказались Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. Рейтинг рассчитывался на основе агрегирования показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда в целом по России улучшилась, но в региональном разрезе по-прежнему очень неоднородна. Более 1000 молодых яхтсменов и моряков примут участие в параде парусов в рамках Восточного экономического форума. Парад парусов состоится с 9 по 13 сентября. 11 сентября стартует парусная регата Кубок Росконгресса. 12 сентября начнется этап Кубка Дальнего Востока. В заключительный день парада пройдет церемония награждения победителей и призеров соревнований. Проведение парада парусов традиционно занимает особое место в культурно-спортивной программе Восточного экономического форума. Одной из основных целей его проведения является обучение молодежи морскому и парусному делу. Участниками регат станут свыше 1000 молодых яхтсменов и моряков. С 1 сентября планируется запуск отопления в Якутске. Уточняется, что подача отопления с первого дня осени планируется не только в социальные объекты, но и в жилые дома. Указанное решение принято на основании прогнозов УГМС. В начале сентября ожидается понижение ночной температуры до 0 градусов. В Якутии увеличат субсидии на поголовье лошадей и крупного рогатого скота. Также до 1 октября разработают концепцию развития сельского хозяйства. Об этом сообщил глава Якутии. Айсан Николаев подчеркнул, что развитие арктической зоны республики и повышение качества жизни населения является одним из приоритетных направлений. Мобильные врачи спешат на помощь. В 13 арктических районах республики уже второй раз за этот год работают мобильные бригады. Они включают в себя более 10 докторов, которые берут все необходимые анализы, проводят полный медицинский осмотр желающих и при необходимости берут под наблюдение или назначают до обследования в Якутском онкологическом диспансере и кардиососудистом центре. За это время охвачены все 89 населенных пунктов арктических улусов. В августе к докторам обратилось около 21 тысячи жителей. Под наблюдение взято более 1000 человек. Всего в этом месяце планируется охватить 7 районов и далее в сентябре еще 6 районов. Под диспансерное наблюдение наших специалистов взято порядка 1200 человек, и более 2600 человек были направлены на дообследование с различными диагнозами в специализированные и республиканские медицинские организации города Якутска. Из них доехало уже, наверное, порядка 500 человек. Центр подготовки космонавтов имени Гагарина начал получать первые пакеты документов от желающих пройти отбор в отряд космонавтов. 10 июля Роскосмос объявил о начале 4-го открытого отбора в российский отряд космонавтов. В госкорпорации отметили, что заявления и копии документов претендентов принимаются до 30 октября. Участвовать в конкурсе может любой гражданин России, который соответствует необходимым требованиям, указанным на сайте госкорпорации. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Друзья, ну а сейчас предлагаем узнать еще раз, какая погода за окном, чтобы подготовиться и знать, как одеться на предстоящий рабочий день. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики составляла плюс 6, плюс 11 градусов. В заречной группе улусов от 8 до 13 градусов. В южных районах плюс 6, плюс 8, в Вилюйской группе от плюс 5 до плюс 14. В Нижнеленских районах температура воздуха в 6 часов утра была от 8 до 13 градусов выше нуля. В западных улусах плюс 7, плюс 10. В
В Колымо-Идигирской группе от плюс 6 до плюс 12. В Янских районах 8-12 градусов выше нуля. На северо-западе республики от плюс 7 до плюс 11. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составляла плюс 9 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28. Ну, действительно, как я уже отмечал, сегодня лето нам дает такой, наверное, уже прощальный подарок. Плюс 28 градусов сегодня в городе Якутске. Ну и хотелось бы отметить, что примерно до четверга такая температура будет у нас на улице, то есть будет радовать солнышко. Ну и, соответственно, одевайтесь по погоде. Слишком тепло можно в Якутске, по крайней мере, не одеваться. Хотелось бы, дорогие друзья, напомнить, что наши прямые эфиры вы также можете смотреть не только по телевизору, но и с помощью приложения НВК, которое вы можете также скачать, пользуясь QR-кодом, который на ваших экранах. И увидимся уже завтра в это же время на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч!